Синдром мачо или укрепление власти. Я вам расскажу о 5 причинах вторжения Рахмона в Кыргызстан. Меня зовут Али Токтакунов, я журналист-расследователь из Кыргызстана. 16 сентября Таджикистан, применив тяжелую военную технику, напал на кыргызские села. Кроме этого, видео, где гражданским массово раздают автоматические оружия, они опубликовали сами. Также распространяется информация о сборах сотен граждан возле военкоматов. Этим Таджикистан показывает готовность привлечь обычных граждан в столкновение. Это заметили не только в Кыргызстане, но и на международной арене. Например, в киевском метро появились баннеры с надписью «Власти Таджикистана используют граждан в качестве живого щита». На таджикских государственных сайтах, телеканалах делают вид, что большого кризиса и не происходит. Но в мессенджерах одни фейки и пропаганда. Там таджикские блогеры стараются преподнести события не как приграничный кризис, а межнациональный конфликт. В это время власти Кыргызстана привлекают к кризису только военных, а гражданских, проживающих на сопредельных территориях, массово эвакуируют. В таких условиях появляется вопрос, кому выгоден этот конфликт. Перечисляем 5 возможных причин. Первое – это продление срока семейно-кланового режима. Эмомали Рахмон руководит страной с 1994 года. Можно сказать, что он последний диктатор старой школы в Центральной Азии. Его режим держится на убеждении населения в том, что без остановившего гражданскую войну Рахмона народ Таджикистана якобы снова погрузится в тяжелые внутренние конфликты. На свое место он хочет оставить сына Рустама Эмомали, который уже занимает должность мэра столицы Душанбе. Он также спикер парламента страны. Нападение на соседнее государство выгодно в укреплении семейной власти. Второе. Отвлечь внимание от внутреннего конфликта. В мае этого года в Горно-Бадахшанской автономной области прошел большой митинг, который перерос в столкновение с правоохранителями. Акция неповиновения была подавлена безжалостно. Погибли десятки граждан, сотни были задержаны. Преследования продолжаются до сих пор. Среди населения кипит недовольство в связи с этими. Действия властей Таджикистана в Горно-Бадахшанской области резко осудило международное сообщество. Правозащитники обвиняют Душанбе. Третье – это попытка забыть экономические проблемы внутри. Экономика Таджикистана находится в ужасном положении. Подорожало все. Казенные деньги уходят в карман семьи Рахмона. В этих условиях основной заботой обычных таджикистанцев остаются вопросы хозяйственного характера. А власти отвлекают население, искусственно создавая внешнего врага, попутно играя на патриотических чувствах. Четвертое – это безнаказанность. В Таджикистане как таковой оппозиции не существует. Политиков преследуют, сажают в тюрьмы или убивают. Гражданское общество слабое, независимых журналистов практически нет. Поэтому власти Таджикистана могут легко прикрыть свои грязные делишки. Таджикские власти не сталкиваются с серьезным сопротивлением. Из-за этого поток насилия выливается не только на соседей, но и на сам таджикский народ. К примеру, самое абсурдное. Мужчин-мусульман насильно заставляют сбривать бороды. Несогласных сажают. Пятая причина – это комплекс неполноценности, или можно назвать синдром мачо. Отношения Талибана и режима Рахмона не самые лучшие. Еще в августе Талибан предупредил, что сможет захватить Таджикистан за 1 неделю. Рахмон не в силе адекватно ответить им. Для незаменимого лидера, считающего себя мачо, это слишком сильный удар по имиджу. Поэтому, чтобы сохранить свое лицо, он нападает с тяжелым оружием на простых соседей. Натравливает своих граждан на кыргызов. В то же время конфликты на границе совершенно невыгодны Кыргызстану или кыргызским властям. Первое – это сразу же население начнет требовать быстрого решения приграничных вопросов. А это зависит не только от одной стороны. В Кыргызстане, второе – сильное влияние гражданского общества и журналистов. Утаить что-то невозможно. Третье – оппозиция есть и в парламенте, и на улице. Четвертое – на спорных территориях населения Кыргызстана сравнительно меньше, и надо будет очень тонко работать.
И пятое, в Кыргызстане тоже не все хорошо с экономикой, все дорожает, однако в обществе всегда ведутся открытые дискуссии, выявляются причины. Нет проблем, которые варятся внутри в собственном соку и ожидающих большого взрыва. И последнее. Таджикистан напал во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В эти дни был подписан договор о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эта дорога выведет нашу страну из торгового тупика, откроет путь к мировым рынкам, усилит страну в плане геополитики и геоэкономики. В таких условиях власти Таджикистана более не видят других путей помешать развитию соседнего государства и, не имея другого выхода, просто осуществляет вооруженное нападение.